Необычный путешественник посетил сегодня Канск. За спиной чувашского велосипедиста уже 10 тысяч километров. Впереди дорога до Владивостока. О впечатлениях от поездки и о том, как встретил гостя Канск, расскажем далее. Никита Васильев уже 8 месяцев в дороге на своем бессменном велосипеде. Ежедневно 100 километров. За спиной страны Азии, впереди Владивосток. На зимовке я зимовал, соответственно, в теплых краях. Относительно теплых, конечно, не как у вас в Сибири. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И через Казахстан я уже поехал на Алтай. И вот сейчас я здесь, через Новосибирск, Красноярск. И теперь у вас в городе Канск. Это не первое дальнее путешествие парня. До этого он объездил страны Кавказа. А так как учился на преподавателя географии, для него интересно познать все. А особенно привлекателен изменяющийся рельеф. Шутит, что за спиной горы, степи, а дальше самый интересный таежный путь, где населенные пункты встречаются все реже и реже. Вчера я приехал в Канск, еле как доехал, потому что через полосица такая с дождями была, ливнями буквально. Зимой были бураны снежные в Казахстане, то есть это экстремально, очень экстремально, потому что там можно спокойно погибнуть в казахских степях. Это не лес, это все-таки там суровые условия, но ничего, через все это прошел, и сейчас уже дальше уже совсем легче жить. Цель путешествия – рассказать о своем родном народе – чувашах. Ведь многие не знают, что Чувашия находится в составе России, имеет свой язык и свою культуру. Вот у меня на футболке написано «Эпи Чаваш Челхиней Юрадата». Я люблю чувашский язык. И потому что также для чувашского народа это важно, когда уделяется внимание народу. Потому что все-таки в наше время сейчас даже в самой Чувашии забывается сам язык, сама культура. Молодежь сейчас уже пошла, не ставится акцент на национальную принадлежность. Все-таки это печально тоже. И я своим примером все-таки выбрал такой сильный путь, как представитель Чувашии. Молодежь на меня смотрит, и я заряжаю молодежь своей деятельностью. Никита уже задумывался, чем будет заниматься после того, как закончит свое велопутешествие. Пойдет работать в школу, где ребятам будет давать не голую теорию, а рассказывать и показывать на видео собственный опыт исследования необъятной России и стран Востока. Ольга Ванеева, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал.